Тем сентябрем мало кто в стране, да и в мире знал о существовании маленького городка Беслан в 20 километрах от Владикавказа. Еще утром 1 сентября не знали, а к вечеру застыл потрясенный мир, узнав о детях, заложниках в школе. А 2 суток спустя души миллионов людей оделись в траур. Как рассказать, что такое Беслан, что такое вторая школа? Там остались 3 стены и зияющее небо. Там в 3 ряда фотографий, более 300. Удивительно красивые лица. Там валяются 2 туфельки, которые никогда не найдут свою хозяйку. Свечи, цветы. И там очень много воды. Воды, потому что в том сентябре в 40-градусную жару им не давали воду. Это было единственное, что они просили – вода. Им не давали воду. Они молили небо о дожде, о капле. Он пошел. Но он пошел тогда, когда в Беслане за 1 день образовалось кладбище из 331 могилы. Вот так пошел дождь. День, час, 2 дня, 3 дня он лил и лил. Лишь тогда они получили воду. Город ангелов называют это кладбище. Там очень красивый памятник. На этом кладбище вы не услышите плач. Там можно услышать либо рыдание, либо стон. Там летит в сердца с погоста сос убитых грез. Это детской смерти остров в море наших слез. Произведение, которое вы будете слушать сейчас, уже признано лучшим сочинением композитора Цамаза Макоева, которого знают, любят и с удовольствием исполняют в Осетии. И это произведение уже стоит в ряду самых достойных сочинений за 7 десятилетий существования осетинской профессиональной композиторской школы. Для того, чтобы выразить эти чувства и эти эмоции, Цамаз выбрал самый сложный, самый глубокий, мудрый и философский жанр симфонии. В ней 3 раздела. Так просит трактовать это композитор. И первый раздел светлый. Цамаз Владимирович сказал, это до. То самое до, на которое поделилась жизнь всех, кто там хоть когда-то был и видел это, на до Беслана и после Беслана. Это детство, это свет в окне, это мама и папа рядом, значит, ты защищен, это распахнутые окна, и ты видишь перед собой двуглаво-мудрый красавец Казбек. Это тебе улыбается прохожий навстречу.
навстречу детство, счастливое и радостное, такое, какое оно должно быть. Каждая нота имеет еще и буквенное обозначение, и 3 из них входят в состав слова «Беслан». Вот эти 3 нотки стали лейтмотивом, которое многократно изменяется до неузнаваемости на протяжении всей симфонии. Вторая часть – это, собственно, Беслан. И это то, что после звучит вальс, но это не нежный, трепетный и легкий, счастливый вальс школьника. Нет, это в очень удачно найденном холодном тембре ксилофона. Это вальс. Слышите? Это мы говорим. Оттуда, из тьмы. Как там птицы поют на земле без нас? Как деревья цветут на земле без нас? Как светлеет река? Как плывут облака над нами без нас? Только знаете, самое страшное, даже страшнее, чем смерть, знать, что птицы поют на земле без нас, что деревья цветут на земле без нас, что светлеет река и плывут облака над нами без нас. Здесь звучит колыбельная Моцарта «Спи, моя радость, усни». Здесь есть еще одна цитата. Это осетинская ироническая песня о народном любимце Чермене Тулатове. Когда-то Беслан назывался Тулатова. Конечно, с мыслью о том, что были и есть, и обязательно будут настоящие герои на осетинской земле. И здесь понадобился композитору человеческий голос, и вы услышите сопрано и меццо-сопрано на русском и на осетинском языке. И не надо знать языка для того, чтобы понять, что это плачут матери. В отличие от многочисленных, ярких, торжественных и оптимистичных мажорных финалов различных симфоний, здесь композитор пошел по совершенно иному пути, сознательно. И не боясь сравнений ни с Болеро Равеля, ни со знаменитой темой нашествия первой части 7-й симфонии Шостаковича, он рисует нам страшную картину зла. Зла, которое по-прежнему есть на земле. Зла, которое в любую секунду может коснуться каждого из нас. И мы чувствуем себя незащищенными, и мы не отомстили, и мы не знаем, где и когда, не дай Господь, может повториться такой Беслан. Конечно, это призыв быть добрее, быть теплее по отношению друг к другу и терпимее. И, конечно, это симфония, музыкальное приношение автора Беслану, где он родился. Мудрому и мужественному осетинскому народу, прекрасной земле Осетии, очень красивому древнему Иристону, земле, которая достойным щедро дарит подлинный талант и вдохновение. Атсамас Макоев. Симфония «Моя Родина» Беслан в 3 разделах. Исполняет
академический симфонический Волгоградский оркестр, за пультом народный артист России профессор Валерий Хлебников.
Гапуева, меццо-сопрано. И профессор Валерий